не появляются. Эти мысли тоже, ну да, у кого-то могут появляться, но это уже психически нездоровые люди. Я, допустим, на выставке художественной, ну, раз через раз всегда одна, а то и две картины появляются с пропагандой суицида. Или «Синий кит», где девочка сидит на краю многоэтажки. Небоскреба. Да, или небоскреба. Вторая картина была уже без синего кита, просто сидит на краю небоскреба. Вот весной была картина, когда синие киты летают в лесу на фоне неба. Вот на выставке регулярно выставляются картины, которые пропагандируют суицид. И именно суицид среди подростков. Ну и, казалось бы, на этом можно было и завершить свое комментарий, если бы не маленькое «но». У меня вот вчера было мероприятие, творческая встреча, творческий вечер. Было много людей, и мне вот передали там вот такой листик. Называется «Приложение к приказу министра здравоохранения Республики Беларусь от 26 февраля 2024 года, номер 134, так? 194. Да, 194. Ну, значит, к слову сказать, ничего подобного в интернете пока найти не удалось. Ну, можно предположить, что приказ просто секретный. И вот давайте почитаем, что же в этом приложении написано. Методика для скрининга на риск самоубийства. Дальше тут идет название английскими буквами. Я буржуйский не читаю названия. И вот что должно быть в вопросе. Спросите пациента. За последние несколько недель хотелось ли вам умереть? Далее. За последние несколько недель чувствовали ли вы, что вам или вашей семье было бы лучше, если бы вы умерли? Третий вопрос. За последнюю неделю были ли у вас мысли о самоубийстве? Четвертый вопрос. Вы когда-нибудь пытались убить себя? Если да, то каким образом? Дальше вот идут строчки пустые, чтобы ребенок мог их заполнить, чтобы он обдумал, а как бы вот он мог себя убить, насколько его там хватает фантазии, яды, или там повеситься, или спрыгнуть с небоскреба, с многоэтажки. То все, пожалуйста, дано место. Для какого возраста? Ну, я так понимаю, для детей, скорее всего. Далее. Если пациент отвечает «да» на любой из вышеперечисленных вопросов, задайте ему, ей следующий вопрос для определения остроты ситуации. Думаете ли вы о том, чтобы убить себя прямо сейчас? Если да, опишите, пожалуйста, свои мысли. Ну, то, что это для детей, указывает момент, вот, за последних несколько недель чувствовали ли вы, что вам или вашей семье было бы лучше, если бы вы умерли? То есть это говорит о том, что это ребенок. Это всем, как бы. Да, да. Это да. звучит как из РНПЦ-ПЗ, там с такими вот с психами и суицидниками, как вести разговор, да? А это предлагается всем. Да, то есть это детям направляют мысли именно, чтобы они стали обдумывать этот суицид. То есть, если раньше суицид проповедовали просто картины, и сайты там «Синий кит», там «Разбуди меня полчетвертого», как там были сайты эти, то теперь вот уже... Были сайты суицидальные, да. Это уже... Но понятно, что это профилактика, да. Она что? Она только раздувает, да? Да, это как, например, билборды «Драг не друг», да? Вот это английскими буквами «драг». То есть оно саму тему делает рукопожатной в обществе. И, соответственно, у подростков, у детей, которых психика неустойчива, не сформирована, они не воспринимают сами вербальные контенты, как уже, скажем, даже в возрасте студента, да? А вот этот младший возраст, средний школьный возраст, они воспринимают атмосферу в обществе. То, о чем говорят, это нормально, это прикольно, оно пойдет. У нормальных людей, вообще у человека, есть инстинкт самосохранения, и
когда у человека появляются суицидальные мысли, это вопрос уже с психикой. Как преподаватель кризисной психологии хочу сказать, что ребенок, он переживает целый ряд кризисов. В общем-то, разные сроки называют разные психологи, но все сходятся в одном. Значит, ребенок при взрослении переживает кризис. Трудности роста. Он пошел в школу, это один кризис. Ему исполнилось 10 лет, это второй кризис. Там. Ему исполнилось 14 лет, это третий кризис. И вот у него начинается кризис, он начинает искать ответы, что ему делать, как ему выйти из этого кризиса. И в этот момент человек в белом халате, олицетворяющий собой государство, олицетворяющий собой власть, значит, правильность действий, ему говорит: а не думал ли ты о том, чтобы убить себя? А если ты думал, чтобы убить себя, значит, не лучше ли будет для твоей семьи, чтобы вы умерли? А за последнюю неделю были у вас мысли о самоубийстве? Все. Это он об этом, может, никогда и не думал. Да. Но теперь это как ржавый гвоздь будет сидеть у него в мозгу до конца жизни. Его закодировали. Что... И у кого-то оно сыграет обязательно. Кто-то нет, кто-то нормально. Это пройдет. Но у кого-то это сыграет. И виноваты будут. Вот этот, извините, как вы сказали, засекреченный приказ, да? Ну, я не знаю, но если его в интернете нигде нету, то... Но у вас все приказы в интернете вывешиваются. Конституция, вместе законодательство. Только заголовок и номер. Да, Содержание не всегда. Даже ДСПшные приказы, они уже не вывешиваются. Нет, это ДСП, да, то есть, которые не для распространения, чтобы народ не знал. Да. Содержание не всегда. А есть куча секретных приказов. А давайте вот проанализируем сейчас, вот просто социологически, как вот такая штука, она может возникнуть. Просто я как бы вот думаю. Элементарно. Есть ЮСАИД, есть ЮНИСЕФ. Там уже написано. И на фонды. Методика. Ну, я не разбираюсь по-английски, поэтому. Вопрос. Суицида. Ну, короче, методика не надо. Методика опроса, Да. значит, скрининга, да, то есть, собственно, обзора, социального обзора по суициду. То есть, Значит, своей методики... смотрите, это и на фонды.